всем привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас общественный деятель, блогер Максим Юцефов. Я вообще в шоке с этих регалий. А почему общественный деятель? Куда пропал стендап-комик? Вот это все ушло вообще куда-то. Подожди, а топ-10 женихов Вот главное регалия. Общественный деятель, правозащитник, что-то мне вообще просто написали, я такой, ужас. А вот этот завидный жених актуальная регалия? Завидный жених, наверное, актуально, я не знаю пока. Для мамы. Как? Для мамы всегда актуально. Я не женат еще, значит, Сын маминой подруги. какой-то. Ну, общественный деятель. Ну, у меня нет ни образования, ничего, как там. Я в общественном палате не состою. Нет, чтобы быть общественным деятелем, не нужно иметь для этого вообще... Ну тогда четко. То есть каких-то... Да, Это какой-то... позиция. Но я действую в Активной обществе. жизни, Да. Активной жизненной позиции. Да, Человек с активной жизненной позицией. Вот так. Это вот так. В спортзал ходит, Хожу. да, шутки шутит, Шучу. выступает, Выступаю. да, блог ведет, людям помогает. Да. Завидный жених. Я чувствую. Следи за справедливостью. Следи за справедливостью. Блин, следи Ты за что, Человек-паук? Кто ты без костюма? Ладно. Добрый сосед. Да, добрый сосед. Но я знаю, что ты там даже в чате дома состоишь там. Да, я вообще. А это в твоем доме вот эти красивые-красивые цветы? Нет. Нет? В моем доме все солидарность, ужас, кринж. Плохая компания. Ничего не делает у нас в доме. Вот так вот. Приходите к нам в эфир. Я единственное, с кем... Можете пожаловаться. Я много с кем, с кем-то вот получается бороться, то есть не могу я побороться со своей управляющей компанией. А мне кажется, никто не доволен своей управляющей компанией. Вы слышали когда-нибудь что-то хорошее про управляющую Нет, компанию? у нас вот, видимо, какое-то ее соревнование, потому что у нас соседний дом, вот мы смотрим, там елка стоит. И мы вот так, и у нас прям вот напротив нашего дома гирлянды, то все, и мы смотрим такие, вот так же может быть, оказывается. Ну, просто трава зеленее всегда у соседа, знаешь. Да, но там сказали, что у них, допустим, очень плохо там, когда мы пишем, мы хотим все время поменять, но у нас, чтобы поменять, там нужно, согласие, там что-то больше 60% что ли дома, и у нас некоторые не соглашаются, потому что говорят, что, во-первых, у нас общий один платеж, и у нас не надо там отдельно везде платить, и во-вторых, у нас никаких проблем по коммунальному, по коммуналке нет, всегда все работает, а красоту, они зато создают вам картинку. Я хочу как-нибудь в тот дом сходить, спросить, реально это вот... Ну, я верю, что ты, наверное, сходишь. То есть ты такой человек, который, возможно, дойдет. У меня это началось, еще кстати, видео запишет. у меня это началось к 30, кстати. Вот мне 30 же исполнилось. И вот у меня, я думаю, это кризис среднего возраста у меня начался. Вот такой, что я пытаюсь найти что-то в жизни. То есть выбор был мотоцикл, татуировка или начать снимать видео. ТСЖ. Или начать помогать людям, да. Да, начать помогать людям. Не, ТСЖ, Ты кстати, знаешь, тоже вариант. что можно уйти от управляющей компании и создать товарищество Можно, собственников жилья? можно. У нас был пенсионер, дедушка, такой деятельный, супер дом был. Буквально 2 подъезда, и вот это было товарищество собственников Но у жилья. нас одноподъездный дом, я думаю, мы вообще можем. У нас есть какой-то чувак, но он что-то может быть. Может быть. Это Просто нужно мы найти очень... Подает скучающего надежды. пенсионера. Это же жизнь продлевает какое-то дело, очень сильно. Нужно этому еще разбираться. Там же в моменте на тебя могут повесить долги, и ты все потом. Я просто знаю очень много управляющих компаний, которые махинации проводят. Ну да, сейчас есть такие И дела. с ними судятся еще, Да, да. сейчас как раз таки. То есть там миллионные вообще задолженности. Но это вообще неблагодарное дело быть в управляющей компании. Там огромная вообще работа. Но они еще берут, оказывается, очень много домов, за которыми А кидают. сегодня мы же хотели поговорить с вами на тему общественного мнения, да. И хочется у тебя спросить, Максим, вообще, что касается мнения общественности, как ты считаешь, как вообще на данный момент люди смело высказывают свое мнение? Блин, мне нравится. Я вот не знаю, как в других городах, я же только Якутск знаю. Но в Якутске, мне кажется, очень активные вообще. Общественное мнение активное. Супер активная позиция у людей. Прям они готовы говорить, они готовы там репостить, писать, то все, вообще все. Но делать ничего не хотят. Нет, почему? Это же начальный этап, начально вот так, но нужно еще добавить к этим действия. То есть, чтобы они не просто писали, а еще шли и там писали заявления, нанимали адвокатов, боролись, в суды подавали, вот такое. Когда ты за все будешь судиться, это как в Москве мне сказали, вот в Москве вот не сделай что-нибудь, да, там сразу у тебя от дома прилетит в суд постановление какое-нибудь, и все. Они поэтому там такие все приструненные, поэтому все для людей там и делают. А мы можем в моменте такие, и забить, вот нам лень. Да. Никто ничего не делает, за нас все решили, да? Это может быть следующий этап, может мы научимся, чтобы и писать ходить, и вот это, и больше забастовок и так далее. Я думаю, Слушай, помнишь, когда-то у нас были форумы, да, очень популярные Нет, но у форумы. нас и сейчас в целом люди обсуждают. А сейчас где они обсуждают? В телеграм-каналах обсуждают. Я
я смотрю, ну, в комментарии все вернулись. Вы посмотрите комментарии под каждым постом, у которых более интересный пост. Я даже у себя смотрю, там вообще обсуждение идет, живая беседа у меня. Я вот так иногда выбираю там залайканные комментарии, самый плохой, самый хороший, и понимаю, ну, вот, примерные позиции людей, хороших и плохих. Потому что, ну, иногда люди не все выражают свое мнение, но им прикольно поставить лайк. Вот они, совпало, поставила, совпало, не поставила. И вот тут смотришь общественное мнение, То есть хорошее. по количеству лайков. Ну, А на меня комментарии. просто редко побуждает написать что-то комментарий, ну, в смысле, нет такой нужды. И вот однажды я видела кулинарный блог, девушка вела, ну, у кого какие интересы. И она там, значит, чистила колбасу фуэт. А колбаса фуэт, это у нее фишка в том, что она в такой оболочке из белой плесени благородной. А она ее почистила. И у меня просто, меня рвало, ну, не, как сказать... Рвало внутри. Да, изнутри. Я думала, я должна ей сказать, что ты делаешь. И я открываю, и у нее в тексте написано прямо в начале, видимо, и всех нас, я такая не одна, многих, кого это возмутило. И она говорит, я знаю, что ее не чистят. Я знаю, что это благородная плесень. И я думаю, ну вот, видимо... А иногда, кстати, вот такие вещи Я не стала делают. ничего Ну, писать. блогеры, я знаю, ну, блогеры специально, мы тоже такие как-то на канале Байбалалай YouTube делали. Ты специально делаешь ошибки, чтобы люди тебя поправили в комментариях, это разгоняет статистику. Есть такое. Я однажды специально выступала в мятой футболке, и вот что бы я там ни говорила, просто было столько негатива про мятую футболку, да как, что она вообще может говорить, она же в мятой футболке. Блин, ну я не люблю тоже мятые И просто футболки. прикинь, Вот и у меня, вот все комментарии были это про у меня мятую тоже, блин, футболку. мятая сегодня. И я говорю, и я потом, я для чего это молодежь. сделала? Я потом собрала все эти комментарии, и потом сделала следующий пост про то, что, а вы говорите, что внешний вид не важен. Ну, то есть это вот как бы такая была многоходовочка, чтобы объяснить людям, что это важно. Просто вот, ну, некоторые, ну, какая разница, как ты выглядишь? Да важно, люди все равно обращают внимание на Ну, это. не, ну ты же еще стилист. Ну да, есть как Поэтому, бы свои, как да, бы, тебе нужно прям вообще быть всегда четкой, Простите. красивой, четкой. Вот, смотри, еще вопрос. А в какой момент ты решил вообще вот вступить на эту путь справедливости? У меня не было прям Ты цели такой, поступать. да. Но мне просто, мне нравится выражать свое мнение всегда, везде. Кто знает меня в жизни, я всегда очень такой категоричный человек в жизни. То есть у меня есть там принципы определенные, категории. Я иногда вот очень такой, вот черное-белое у меня существует в жизни. В моментах я понимаю, что есть компромиссы, но в какие-то у меня есть прям четкие принципы. И я всегда очень категоричный. Ну, мои друзья меня из-за этого терпят. Любят, наверное. Терпят, может, любят. Суть в том, что я как-то сделал же про кюн. У меня началось с кюна все. Напиток кюн, который, как мы думаем, витаминизированный там был, сделан в Якутии. На самом деле он был не сделан в Якутии, он был сделан в Иркутске, а продавался как якутский товар и конкурировал на полке с якутскими товарами, а хотя он должен был конкурировать там, ну, с какими-то там российскими товарами и как бы и в ценовой сегмент немножко другой вступить. И он обманывал людей заведомо, типа, что вот мы такие, сделаны в Якутии, а на самом деле не сделаны в Якутии. И людям это очень сильно понравилось, типа, я там рассказал, позицию свою высказал, сначала рассказал, что надо читать на упаковке, все, это же легко. Ну, все как бы образовательная такая всегда, да, тема. все почитайте, я всегда читаю, типа, интересно мне упаковки читать. Я тоже, у меня проблемы с доверием. Я вот этот человек, который в самый дальний угол холодильника знает, что там посвежее. Да? Нет, так не делаешь? Нет, я вообще в шоке. Вы Я такие всегда молодцы. вот так А всё я разбираю. наоборот, сам дальний, где дальше в холодильнике, там не посвежее. Там сметанка стоит, допустим. Ну нет, ее раньше всех поставили туда. Не-не-не, они специально, то есть остается товарный остаток от предыдущего завоза, и там стоит сметана, получается, допустим, там срок годности до 11 ноября. Сейчас какое? Ну, в общем, я Не, надо знаю, еще примерно потерялась знать, сейчас. не, надо еще знать. А подальше будет до 20. Надо проверить. Что они Нет. ее поставили Давайте далеко, проверим. чтобы ты Не-не-не, взял. ну тут, короче, смотри, вот это срок годности, еще в чем суть? Надо, короче, знать, а вот есть же лимиты срок годности, и там они иногда вот прям под последний продают, и это нормально, это ненормально, по сути. То есть у тебя, типа, у каждого товара есть срок годности. Допустим, торт, срок годности 3 дня. То есть у тебя вот ты его купил, и 3 дня он. И он, когда его привезли, 3 дня, все. Типа он дальше уже, ну, типа, он будет уже не такой хороший. То есть его должны по уценке продавать, 100%. Но некоторые не продают по уценке. Вот, типа, и у определенных товаров, если знать, я где-то читал, у меня была такая огромная таблица, и там срок годности всех товаров, сколько они должны быть. И вот вы должны вот в этом промежутке брать. У нас проблема с Ты яйцами должен был быть в юристом, магазинах. Максим. Вот с Не, твоим не, складом нет. характера ты реально, то есть, ну, Да, то есть как подходила будто бы. бы, я, конечно, не эксперт и не какой-нибудь там у нас не натальная карта, но реально как будто бы тебе бы подошло. Либо быть врачом.
Врачом. Ну, Я много хотел... что. Это, кстати, две профессии, куда я хотел поступать. Я хотел до 11 класса, я в 9 классе вообще сдавал химию и биологию в ЕГЭ. Я хотел стать врачом, потому что у меня же медицинская семья, мама медик, и я думал, блин, я стану врачом. Ну, ничего-то я... И в то я учитель истории. И на юриста я хотел поступить. Но в СВФУ почему-то на юриста надо было еще английский язык сдавать. Я такой, офигеть, приехал. Я такой... тоже хотела поступить на юриста, но мама не отправила мои документы. Я поступила... Я стал учителем истории. Друзья, я Тоже юрист. Юрист, стилист, юморист, вот так. Не, ну я бы был дотошным юристом. Да, 100%. я вот думаю, что тебе бы Но очень мне, пошло. но мне нравится, Я допустим... бы тебе заплатила, даже сейчас готова тебе заплатить, чтобы ты защищал мои интересы где-нибудь. Не, защищать не... У меня есть Ну, просто... он у меня, просто допустим, живой ум, он много в какие профессии подходит. Это плюс для любой профессии. Ну, То есть, тоже верно, да. когда ты неравнодушен, у тебя есть интерес к жизни, к справедливости, ты много где можешь добиться успеха. Ну, Ты сейчас предприниматель еще, да? Да, бар есть. кстати, точно. И это очень удивительный формат квиз, типа. Квиз-бар. То есть это Мы развлекаем людей. Просто в Якутске мало где можно новый развлечься. формат развлечений. Да, Ну, каждый день. Вот типа мне еще говорят, прям каждый день, говорю, прям каждый день. С понедельника пойдем. по воскресенье. В Мы любой пошли день. на квиз, Приходите, квиз-бар. Но на самом деле, я думаю, что это Развлекательное крутая мероприятие. идея. Мне тоже прилетало, а что вы бар открыли, спаиваете людей. Я говорю, я не спаиваю людей. Я говорю, Ой, там чай я говорю, у вкусный. меня есть чай, у меня есть безалкогольные напитки, безалкогольные там... ну, Еда хорошая. Еда, можно покушать вообще. У нас есть люди, которые приходят, не пьют, спокойно едят, мы как бы рады. Я чай Наоборот, пила. безалкогольные напитки-то они дороже, но и круче мне. Чай, там, лимонад взял, он намного дороже будет, чем вот этот вот Понимаете, да? пивасик. Ну, а если, возвращаясь к теме твоей общественной, так называемой деятельности, которую ты так не считаешь, которую ты так не считаешь Не, ну общественной. я не знаю, но я же не могу сам говорить, я выразил это общественный. Нет, я могу, вот допустим, я занимаюсь стендап-комедией, я читаю шутки, я понимаю, что я стендап-комедией занимаюсь. Окей. А здесь-то непонятно, когда это общественное дело, а когда это просто, ну, видео, которое... Ну смотри, люди тебя отмечают. Вот это да, вот это Да, началось, то есть если это было бы только твой выбор темы, например, то Да. сейчас ты уже же опираешься на просьбы, Да, на мнение людей. вот как это вот ты говорила, Кюн было сначала, и после этого меня люди начали везде отмечать, вообще везде. И я что-то такой, и тут про это снял, и про это снял. И потом в моменте, я вообще думал, что я буду чисто вот такой заниматься там. Пуховики, продукты, инфо-цыгане, мошенники, я такой думаю. И потом меня начали там отмечать там ну там какую-то девочку я побили, помню, Уголовными помогали. делами, да, Помогали, уже да. такими серьезными. Уголовные дела разные. Я такой, ну уже и тут оказывается, и тут уже у меня и адвокат свой появился, чтобы я консультировался. И на меня уже в суд подали вот эти. Слушай, ну это с почином, так сказать. Почином. Я сейчас сужусь. Я пытаюсь людям показать, что надо вот, по идее, мог не судиться. Ну, как бы можно было там их условия выполнить, там ролик удалить и все. И как бы, я же их назвал мошенниками, их нельзя было типа называть мошенниками, но это мое субъективное мнение на уголовном деле основанное. То есть у меня как бы позиция была. И мы посоветовались с адвокатом моим, он говорит, ну можно, типа, надо посудиться. Я говорю, если ты хочешь доказать людям, что вот надо бороться, надо попробовать дойти до конца в этом деле. И я сужусь, чтобы люди понимали, что надо идти и защищать свои права. Потому что люди думают, что они вот заявление написали, и все, оно, значит, дальше и пойдет. Иногда, да, когда вот у тебя преступник ясен, как в уголовном деле, там, нож, убийство, там, предмет, все понятно, четко, конечно, пойдут его задержат. Все понятно. А вот там мошенничество, к примеру, какое-нибудь, там, пирамиды, что-то еще, это очень тяжелые дела. Их вообще не любят органы следствия, там, мошонка называется это в простонародье. Ну, мошенничество, статья мошенничества. Ничего себе. Да, их очень сложно расследовать, ну, потому что там очень много лиц, очень много, никогда непонятен вот предмет преступления, там все очень сложно. И там нужно прям, следователи неохотно это делают. И нужно поэтому все время спрашивать, помогать следствию, адвоката нанимать, что-то еще. Если нет денег на адвоката, ну бывает такая ситуация, Да. не хочешь платить, ты можешь юриста нанять просто обычного. Если нет денег на юриста, ты можешь сам почитать законы и сам представлять свои интересы в суде. Вообще без проблем. Поэтому я считаю, что юридическое образование как базовое очень нужное, хотя бы уметь пользоваться вот, законами. Ну сейчас вот, допустим, есть всякие чаты GPT, ты можешь в целом ситуации задавать какие-то, он тебе какие-то пути решения даст. Кстати, Потому да, что вот карман. даже все юристы сейчас в основном ты там заявление попроси составить, они тебе просто с чата GPT скидывают. Ну, блин, большинство так делает. Серьезно? В Якутске большинство так делает. Друзья, вы чё? по тире, длинное тире. Длинное, короткое Можно тире. расстаться, да, скинуть. Это вообще сейчас такой бич, короче. Ну, там, ну, есть хорошие юристы, которые как бы дали, но потом перепроверили и как бы там поправили все, а есть, которые просто там на потоке работают, туда-сюда кидают.
заставляет потом у всех там неожиданно Я тоже юрист не заверяет тогда. нотариус. Тоже тогда юрист. Ну вот. Ну, я такой врач, я в чате GPT Не, консультируюсь. можно, но какие-то советы-то можно получить. Нет, хотя бы, конечно. да. Я- не говорю, что это прям нужно за правду принимать. Нет, только я совет. не тоже считаю, что чат GPT нужная вещь. Конечно, нужно, То есть очень она- упрощает жизнь. Не, ну это я им пользуюсь как поисковиком. Поисковик очень хороший, то есть типа иногда в Гугле очень сложно там типа пока Так все он статьи. встроен же там уже, он тебе сразу из чата GPT выдает. Ну вот он там очень много сводку. говорит несоответствий, короче. Да. Но он тебе хотя бы дает типа источники. Ты пишешь там источники, он тебе там пару книг дает, ты просто книги посмотрел, быстренько У Алисы побежал. сейчас свой АИ очень хороший. Да. Не Не, AI это тема. Тема. Слушай, а как ты видишь себя через 5 лет вообще? Вот, Я не понимаю пока, я вообще боюсь, пока не посадили, не убили, слава богу вообще. я за тебя тоже волнуюсь. Да, я я каждый сам- раз такая думаю, Максим, Ты представляешь, какая моя мама как ты в волнуется? Телеграме, если ты не пишешь ничего в этот день, я такая думаю, блин, где Максим? Не, ну у меня, Мне короче, кажется, добродушно есть, за что прям какие-то угрозы прилетают. Мне Не, кажется, не вполне... прилетает. Нет, есть очень много позитива, конечно, которые я, потому что я просто люди не понимают, что я искренне иногда хочу помочь. У меня просто, я такой, я не рекламирую ничего, мне в целом это типа не нужно, короче. Просто некоторые же блог делают там, чтобы рекламой заниматься чем-то, еще говорю, мне в целом вообще типа пофиг, у меня есть там чем заниматься делами, какими деньги где зарабатывать. И люди иногда спрашивают, зачем вы это делаете? Я говорю, просто, что люди обращаются, хотят. Когда я говорю, когда вот вас просят 50 человек, вам пишут везде, вы очень сложно отказать еще, когда там какие-то, ну Может, ты реально не тяжелые. умеешь говорить людям нет? Не, ну потому что могу еще, можно сказать, потому что могу. Ну и могу помочь, действительно. Да, если я могу помочь, я не всем помогаю. Ну, типа, вот все, что я снимаю видео, это кому я смог. Еще очень много кому я не смог, потому что в целом там есть такие ситуации, которые, ну, они неразрешимы. Ну, вот не в моих силах. И общественный резонанс из этого поднимать смысла нет, потому что эта ситуация не решится. То есть я им говорю, что вам здесь только поможет, ну, либо адвокат, либо там надо еще раз апелляцию подать. Общественный резонанс этой новости не поможет. Вот какой новости или какому моменту может помочь общественный резонанс? Без проблем. Иногда я могу просто помочь людям, там, написав этому человеку. Я как-то писал, девочка там мне писала, мне блогерша не возвращает деньги за рекламу. Мы у нее купили рекламу, но деньги не возвращает, и рекламу не снимает. Я ей написал, она говорит, о, хорошо, и скинул деньги. Ага, все просто. Ну, в просто. потоке могла и потерять. Да, Ну, да, забыла да, просто, да, да. такое Я не бывает. говорю, что я не в негатив ничего говорю, просто, ну вот бывает, я просто могу помочь, позвонить могу кому-нибудь. Там. А У просто меня очень потому много что- знакомых да, людей, вот. просто позвонить, сказать, вот давайте, помогите человеку и все. Как вообще столько всего успевать? У тебя такая огромная, обширная сфера. И там, и сям, и здесь, и везде. Фигура тут, фигура там. Ну рано просыпаться и поздно засыпать и все. Ну, какие-то Заниматься сферы спортом. жизни проседают. Сфера жизни, да, проседает личная жизнь, проседает личная жизнь, она еще очень сильно проседает. Но тебе, наверное, кто-то пишет, куда тебя зовет, приглашает. Не, ну у меня есть с кем проводить время, конечно. Нет, ну, мы не сомневаемся. На Ну, квизах. просто, ну, мне нравится просто работать. Просто люди, ну, некоторые люди не любят работать. А я считаю, что работа это благо вообще в целом, когда тебе это же, значит, ты нужен людям. Это очень круто. Я люблю работать вообще. Мне наоборот сложно не работать. Вот я, допустим, у меня проблема в том, что если я там какой-то день пропускаю в работе, там я в отпуск уезжаю, у меня тревога наступает. Ну, у меня это какое-то психологическое расстройство, я думаю. СДВГ мне сказали. Но типа, что у меня панические атаки иногда наступают, когда я что-то пропускаю, выпадаю из инфополя, что-то еще, мне прям тяжело. То есть мне разгружаться очень тяжело. Вот, это плохо. Но я люблю работать. Без работы вообще сложно. Я не знаю, как люди сидят вот и прокрастинируют жизнь. Это очень тяжело. Слушай, а тебе когда-нибудь предлагали деньги за то, чтобы ты снял про кого-то что-то? Именно в плохом смысле или в хорошем? Ну, давай и в таком, и в таком. Нет, мне предлагали деньги. Люди вообще иногда мне пишут, вот снимите про нашу проблему, типа, и мы вот заплатим вам за то, что вы снимете, вы свое время потратите. Я говорю, не надо, говорю, мне вообще ваши деньги в целом не нужны. Я говорю, если проблема действительно, я смогу ей помочь, и она вот как бы резонанс требует резонанса. Я сам сниму, типа, мне предлагали деньги, предлагали, но только в хорошем То, ключе. ну, не такие, чтобы соглашаться. Как же возможно. энергообмен? Нет? Ну, это как, ну, вот энергообмен, вот эти все законы. Да, Ты в что? них не веришь? Мы-то, девочки, все Какие? верим. Ну, то есть в то, что ты вкладываешь во что-то. Да я не хочу брать, я не хочу, чтобы меня потом, знаешь... А, ты не хочешь нести за это потом какую-то Да, ответственность? да. Я не ну, беру- то есть если ты возьмешь деньги, соответственно, тебе нужно будет условно их Ну, отработать. я уже, да, должен как-то какой-то, что-то они от меня хотят. А так я как бы, я зато так объективность сохраняю. То есть иногда люди обращаются ко мне, и если честно, я же, когда выпускаю ролик, потом они пишут мне, а можете удалить ролик? Уже не, а потому что ситуация такая, что в этой ситуации они не правы. То есть они как бы Да, так обращаются... они были бы заказчиками, да, и Да. могли бы сказать, дорогой друг. Да, будь А добр. так лучше объективным быть всегда. И ну, там, зачем?
Ну, то есть это какой-то внутренний, Ну, во-первых, это... внутренняя справедливость Нет, тоже. всегда, когда есть честность. какие-то переводы, это всегда приводит к тому, что на тебя кто-нибудь посмотрит потом. Налоговая, что ты же зачем? Все четко должно У быть. тебя все по закону, ты Всё просто чистенько. занимаешься своим ИП, Да, зарабатываешь да. с него деньги, а все остальное это просто твоя общественная деятельность. Ну вот как оказалось, да, общественная деятельность. Вот. Сегодня мы узнали, что Максим Юцефа общественный деятель, и он тоже сегодня об этом Да. узнал. Мне правозащитник писали что-то. Правозащитник, но- Якутский Шерлок мне писали, я помню. Да? Вообще такая штука была. Но как ты думаешь, это закончится когда-то или ты будешь продолжать? Нет, ну я хочу, чтобы... Как ты поймешь, что все или как? но как все, тут невозможно все. Все, это не закончится проблемы просто, же- это же реально не закончится. Проблемы же... Просто есть, допустим, проблемы смежные, вот уже там, типа, допустим, вот разные БАДы продают. Я вот очень много же БАДов Ну, я разбирал помню, ты всяких. писал. Там и от всяких Сакес, Тагедер, там что-то еще. Ну, такие всякие Сомнительные псевдо, компании. да, псевдобады, короче. Я про них уже снимал, мне люди еще раз пишут про них. Я говорю, ну я уже не буду про это снимать, меня уже это как бы немножечко не нравится. отпустил. Я Ну, уже, да. я уже эту тему прошел, если вы хотите, посмотрите ролик. Я говорю, иногда людям, я не хочу до каждого человека доносить, вот каждому говорить, ты не можешь, ты взрослый человек. Короче. Конечно, если проблема касается детей, 100% я всегда буду снимать там, потому что каждая детская проблема, она как бы очень важна. Потому что дети это супер круто, супер важно. Ну, детей надо защищать в этой стране, Да. 100%, ну вообще везде. А иногда взрослым, Ну, чтобы они сами тоже пошли. себе взрослые нашли. должны сами решать Да, некоторые бери проблемы. ответственность за свою жизнь сам. Пей Да. или не пей БАДы. Они же, ну, как правило, не вредные, они просто могут быть неполезными. Ну, иногда они И просто... дорого Не, стоит. ну, у них просто Да. есть... Я говорю, вот легко определить БАД плохой. У них есть агрессивная реклама. Если у вас агрессивная реклама в БАДе, значит плохой БАД. Ну, то есть говорят, что он лечит цирроз. Ну, все, это плохой БАД сразу. Ничего не лечит, никакой БАД, ничего. Даже ангину он не может лечить, ничего. У тебя должно быть, что это добавка к пище. Все, больше ничего. Единственное, что может быть, не дальше нет, а это все там 3 дня, и вы похудели. Это все фигня, все фигня. Да. Вот такая вот история у нас. Есть определенный, я иногда людям говорил, вот типа, вот так определите, но людям хочется иногда просто увидеть про какой-то вот свой товар, который они пьют что-то. Я говорю, они все, говорю, одинаковые. Говорю, везде, вы понимаете, что ищите сходство просто. 2 сходства есть, все плохо. Ясно. Но сегодня у нас получилась такая вообще... Как говорится, мы думали, что мы будем сегодня говорить про общественное мнение, а на самом деле наш выпуск получился больше про, скажем так, вот именно отстаивание своей позиции. ну, позиция, и, да. отстаивание своей позиции и брать ответственность за все-таки те проблемы, которые у За тебя... свои слова. за Да, свои да, слова и просто проблемы. вот очень сложно, когда люди, допустим, у нас очень много анонимно пишут. Вот у нас аноним, это как-то как будто бы вот в Якутске это слово очень популярно, анонимно. Мне всегда пишут, пожалуйста, анонимно, пожалуйста, пожалуйста. Но это же специфика маленького города, что, допустим, ты можешь пользоваться своим именем, когда в большой массе людей, а тут как будто через 2 рукопожатия все друг друга знают. И ты каждый раз что-то, ну, как... Короче, страшновато. Не, вот когда люди из анонимности выйдут, будет хорошо. Когда люди сами захотят сказать, вот, меня там раздражает вот это, меня бьет вот этот человек. И будут идти до конца, что самое главное. И стараться там, бороться, не терять надежду, самое главное. Вообще, конечно, вот это все бумажные волокиты, это все пугает. Холодно, куда-то ехать надо, очереди стоять, это все пугает. Но в целом, один раз это пройти, и ты потом можешь и другому человеку уже помочь. Это не настолько страшно, это не настолько. Страшнее сидеть вот так и думать, блин, кто-нибудь за меня это решит, а никто за тебя это не решит. Ну да, и как ком намотается, и проблема станет уже совсем неприятной, и уже будет не отвертеться, все равно придется как-то ее решать. Да, меня вот это намного больше пугает. Не попробовать что-то сделать, чем попробовать и... я вот и заставляю иногда людей, которые, вот у меня, допустим, вот по этому Саха-консалт-центру, там же очень много пострадавших, да. и некоторые просто такие, нет. Не буду. Ну и вот мы с одной девочкой хорошо работаем, она прям, готова идти до конца, ну то есть, типа, я говорю, ты точно готова идти до конца? Если ты готова идти до конца, я тоже буду идти до конца, потому что я на твоем деле-то основываемся, все. Моя позиция, она говорит, да, я готова, я такой, круто, вот. Это очень классно. Но... Поэтому ты хочешь сказать то, что важно отстаивать свою Да, позицию. важно, короче, не надо, вот люди, почему-то люди разочарованы в судебной правовой системе Российской Федерации, но, извиняюсь, все судебно-правовые системы в любых странах, они имеют свои минусы и плюсы, и недостатки, но она есть система, что самое главное. То есть, если эти правила придуманы,
значит, этим правилам следуют. На определенном уровне точно следуют. И то есть и всегда нужно стараться по этому закону работать, чем Спасибо решать вот так тет на тет и прочее. Спасибо большое, Максим. Это очень, я думаю, и образовательно получилось, и весело, и интересно. Вообще, что пришел, я думаю, что... А я скажу спасибо. А я сказал, что я спасибо своим адвокатам? Нет, не У сказал. меня, короче, у меня же есть адвокат. Вообще заведите, если у вас есть лишние деньги в жизни, Так. пускай заведите себе юриста. Не заведите, познакомьтесь с хорошим юристом и в каком-нибудь деле своем его приобретите, или можете купить, ну, как-то платить. Короче, у вас должен быть юрист всегда. Вот это классно. Всегда должен быть какой-то врач свой и свой юрист. Потому что иногда сейчас тяжело, в нашей стране очень много законов разных, по которым, чтобы даже за репосты, перепосты можно сесть в тюрьму, можно. Но чтобы вот этого не было и консультироваться по всяким вопросикам, лучше, чтобы у тебя был какой-то юрист. Это круто, это вообще не лишние деньги, это защитит вас, успокоит, а также даст вам мотивацию делать что-то дальше. Вот я, респект, Кононов Николай Николаевич, это мой адвокат. Вот, видите? И, Классный. Николай Николаевич, вам тоже большое спасибо за то, что вы поддерживаете... Он просвещает, Максима. он говорит, он просвещает меня, я просвещаю других людей. А у нас уже время подходит к концу. Да. Поэтому мы заканчиваем, прощаемся с нашими гостями, нашими зрителями, гостями в том числе. Поэтому Спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что Было позвали. очень интересно. Наверное, я не знаю, очень Класс. сумбурно, я думаю. очень классно. Спасибо большое, всего доброго, до скорых встреч. Смотрите подкаст Саша и Даша и подписывайтесь на Макса Ицефа, следите за его делишками. Делишкой. Всем пока. Пока. Спасибо. Пока.